день, друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивный». С вами ее ведущие Елена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить наших сегодняшних участников. Сегодня вместе с нами играют школьники и их учителя. Итак, давайте поприветствуем первую команду. Это учитель математики Варвара Портнягина, учитель технологии Айталина Логинова и ученица 9 класса Кристина Савина. Девушки представляют школу номер 32 города Якутска. Добрый день, девушки! Очень рады видеть вас в нашей студии таких красивых в единой форме. Скажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Название нашей команды «Фиалки», потому что у нас фиолетовая форма. И наш девиз «Мы команда хоть куда, нас удача ждет всегда». Учитель математики Варвара Портнягина в 32-й школе работает уже 8 лет, и столько же она классный руководитель. В этом году у нее выпускной 9 класс. Варвара сторонница активного образа жизни, любит отдыхать на природе, обязательно с веселыми активными играми и соревнованиями. Часто с классом ходит в походы, на экскурсии, в кино, на каток. А когда выкраивается свободная минутка, Варвара с удовольствием занимается своими детьми. Кстати, она многодетная мама. Играет вместе с ними в волейбол и в настольный теннис. Айталина Логинова – учитель рисования и технологий, и ее хобби – кулинария и рисование. Она выпускница Якутского художественного училища и автор мурала у школы номер 32. С недавних пор, благодаря Айталине, огромные цветы на стене одного из домов украшают любимый район девушки. Отличница, красавица и спортсменка Кристина Савина учится в 9 классе. Она любит рисовать и увлекается волейболом. В этом году на ОГЭ сдает обществознание и английский. Последний выбрала еще в 7 классе, ведь ей очень нравится изучать этот язык. Обществознание девятиклассница считает всегда пригодится, если не в будущей работе, то по жизни в целом. Этот предмет дает очень ценные знания, считает Кристина. А сейчас я приглашаю в нашу студию команду, представляющую Центр образования города Якутска. Возглавляет команду заместитель директора Борис Корнилов. Далее следует учитель географии Надежда Попова. И замыкает тройку ученица 9 класса Сайора Саидбекова. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рады видеть вас в нашей студии. Бориса очень приятно видеть. Это уже во второй раз в нашей студии, на нашей игре. Расскажите, пожалуйста, как в этот раз вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Мы назвали очень просто. Наша команда БНС. Наш девиз Быстрые, надежные, смелые. Ага, поэтому БНС. Борис Корнилов принимает участие в телеактивно уже во второй раз. В прошлый раз он с командой второй школы, к сожалению, проиграл, поэтому сегодня пришел за реваншем. Признается, что готовился к игре. Сегодня Борис – заместитель директора Центра образования города Якутска. Этот центр раньше мы знали как вечернюю школу. Сегодня она носит новое название, но смысл не поменялся. Там по-прежнему учатся только старшеклассники, ребята с 9 по 12 класс. И по традиции в вечернее время, но есть и утренние смены. Учитель географии Надежда Попова в Центре образования руководит школьной медиа-студией, и она главный организатор всех школьных мероприятий. Признается, что обожает это дело – организовывать праздники, соревнования, выезды. Эту любовь она перенесла в семью. Все домашние праздники на ней. Также Надежда с удовольствием занимается рукоделием, мастерит ободки, брошки, значки. У нее буквально золотые руки, и все материалы ей с легкостью поддаются, будь то бисер или полимерная глина. Сайора Саидбекова учится в 9 классе. Она любит танцевать, играть в волейбол, поет и играет на гитаре. В будущем мечтает поступить на финансовые или экономические факультеты. А сегодня очень волнуется перед игрой и больше боится школьных вопросов от учителей городских школ. А вот с чем Сайора точно справится на ура, так это с рисованием, потому что рисовать она любит. Что ж, посмотрим, какие задания ей попадутся. Поскольку в эту студию мы вначале пригласили команду 32-й школы, команду «Фиалка», вопросы школьной программы сначала звучит для вас. Внимание на экран. Кому из астрономов принадлежит фраза «и все-таки она вертится»? Так, вы можете посовещаться. Совещаться можно вслух. Вам дается 45 секунд на размышление. Учитель географии, вы, наверное, сразу поняли, да, о чем идет речь.
но не подсказываем. Аристотель, он же философ по мне. Но я точно не знаю. Мне кажется, Галилео Галилей. Давай, скажи. Так, Посовещавшись, мы думаем, что это был Галилео Галилей. ага. Давайте сверимся с учителем географии 23-й школы и узнаем, так это или нет. Эта фраза принадлежит астроному Галилею Галилею. Абсолютно верно. Команда «Фиалка» заработала 1 очко. Теперь вопрос из школьной программы звучит для команды Центра образования. Как называется прямая, которая делит угол пополам? Можно было бы поменять вопросы, да? Но нет, не сегодня. Не подсказываем. Линия, которая делит по полу. Есть вариант? Так. Видимо, вся надежда на Сайору. И ваш вариант? Есть вариант? И ваш ответ? Ответ. Ну, мы думаем, то, что это меридиан. Ага. Давайте сверимся с учителем математики. Прямая, которая делит угол пополам, называется биссектриса. Вот. Школьная Так, программа. вопрос второй из школьной программы теперь звучит для команды «Фиалка». Внимание на экран. Все вы знаете увлекательную историю о том, как князь Игорь, собиравший дань с древлян, был убит. И также наверняка вы помните историю о том, как его жена Ольга отомстила за убийство Игоря древлянам. Но после смерти Игоря княгиня Ольга совершила административно-налоговую реформу и ввела систему уроков и погостов. Скажите, пожалуйста, что означает термин «урок»? Такой вот витиеватый вопрос из курса истории. Что такое урок? Она, получается, ходит в здание. То, что тебе вундером, когда вторым тебе ходит в здание, вот это тебе говорит, урок какой? Месть. Урок вместе. Это административный договор, дань ходит, оброк. Почему урок, а не оброк? Кто тебе может сказать? Не знаю. Собирала дань, да, тогда? Собирала дань по-другому вроде бы. Там этот князь Игорь или Василий, или кто он. Собирала налог? Ну, может. Ну, Итак, ваш ответ? Ну, мы думаем, что налог, да? Урок – это налог. Так, это ваш вариант. Давайте сверимся с учителем истории. Если вы ответили хотя бы, что урок – это фиксированное количество дани, ваш ответ можно считать верным. Так, в этом случае как, Лена, мы Ну, налог это тоже фиксировано. дань. Фиксированное именно, получается, количество же, а не само название. Да. Что... Так что нет, да? Так что нет, думаю. 1 очко у вас уже есть. Второй вопрос для команды. БНС. Да, внимание на экран. Всем известно выражение «тютелька в тютельку», то есть очень и очень точно. А что же такое тютелька? Это тоже вопрос из курса истории. Не пуговица, монокилограмм, вес, измерение веса, короче, тютелька, грамм, тебе крутую. Да, точно. По-моему, да, тютелька, да, это измерение веса. Да. По-моему, да. И ваш ответ? Ага, по-моему, это измерение веса, как грамм в грамм. Ага. Хорошо, мы вас поняли. Ага. Давайте сверимся с учителем истории 3-й школы. Как она ответит на этот вопрос сама? Тютелька – это древнерусская мера веса драгоценных камней. Ну, измерение веса, да, вы сказали. Я думаю, что можно засчитать этот ответ как правильный, так что у вас есть 1 очко, мы вас поздравляем. И теперь по последнему вопросу из школьной программы звучит для команды «Фиалка». 32-я школа, внимание на экран.
Что такое материальная точка? Это физик задает вопрос. Это физика. Материальная точка. Материальная точка. Почему у нас такие? Верно. Почему не беситесь? Материальная точка. Материальная точка. Тело, на котором измеряются все силы Дядя. явлений. Дядя. Сами. Мы даем слово Кристине. Кристина? Мы думаем, что это тело, над которым происходят все эти силы Архимеда, тяжести и так далее. Ну, именно тело, можно сказать, чего? Измерение. Тело, над которым происходит измерение. Тело, над которым происходит измерение. Давайте сверимся с учителем физики, что нам на это скажет. Материальная точка – это тело, геометрическими размерами которой мы можем пренебречь в данной задаче. Да. Ну, тело. Ну, тело. К сожалению, ответ неверный. Последний вопрос из школьной программы для Центра образования. Внимание на экран. Сколько стран использует английский язык как официальный или преобладающий? Вот так вот. Вопрос от учителя английского языка. Тут нужно дать точное число, к сожалению. Не примерное, а точное. Сколько стран? Сколько стран? Как официальный язык? Стран, да? Ну, сколько, ну, примерно. Глубоко задумалась команда Центра географии. Да? Но тут сложно ответить, я согласна. Давайте какое-нибудь тогда число предложите, Примерно. мы сверимся. Ну сколько государств в мире всего? И оттуда, наверное. Мне кажется, их немало. Все-таки. Ни одна, ни две страны. Сколько? А тут 30. Больше? Ну, давай примерно тогда какое? Примерно 30. 30, да? Я 37 давай. Давайте 37. Сверимся с учителем английского языка, и она даст точный ответ. Английский язык как официальный или преобладающий использует более 75 стран. Вот так. Ну, сложно было бы ответить на этот вопрос. 75, 37. Так получилось, что у нас сегодня команды заработали одинаковое количество очков, по одному очку. В этом случае, как я говорила ранее, капитаны команд должны будут кинуть наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, начнет основную игру первыми. Первыми кидают Фиалка, Варвара, давайте. Проиграю, наверное. Эта игра у нас не основная. 2 и Борис, да? Командир команды. Итак. 1. О, 3. Да, получилось так, что теперь команда БНС, Центр образования, становится командой красных. Присаживайтесь на красный диванчик, а команда Фиалка присаживается на синий диванчик. Вы не расстраивайтесь, потому что эта викторина была нужна именно для того, чтобы определить, кто из вас станет командой красных, а кто командой синих. Команда красных стартует. Борис, я думаю, что вы стартуете первым, да, и бросаете наш кубик. Какую цифру хотели бы? 5. 5. 6. 6. Я хочу вас предупредить, что если кубик показывает цифру 6, в этом случае свой вопрос задает преподаватель филологического факультета СВФУ. Отвечайте на него вы все коллегиально втроем. Внимание на экран. Придумайте синоним к следующему слову, пришедшему из английского языка. Бренд. Синоним слову бренд на русском языке. Бренд как марка. Фирма завода. Марка. Торговая марка. Наш ответ – это торговая марка. Так, давайте сверимся с Дмитрием Жирковым, что он скажет на этот счет. Верный ваш ответ или нет? Правильный ответ – торговая марка. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Команда БДС делает 6 шагов вперед. Ваша фишка красного цвета. Начинаете от слова «старт».
И как мы вас учили, как в театре, давайте это... Давайте вместе посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Команда «Фиалка», пожалуйста. Бросайте кубик и посмотрим, какое задание вам достанется. А теперь вы какую цифру хотите? 1. Рисовать, да? 5. Это рядом, да, Рисование. рисовать. Вначале, Варвара, подходите к нашему столику, нужно будет выбрать карточку. Смотрим на желтый фон и на этом фоне кисточку с карандашом. Я вам подскажу. Ребятам, девочкам своим не показываем. Ага, вот это надо нарисовать. Поехали. Солнце. Солнце. Да. Да. 3 секунды понадобилось, чтобы угадать. Абсолютно верно. 5 шагов Так, вперед. и Варвара, ваша фишка синего цвета. Делайте 5 шагов вперед, и таким образом вы почти догоняете конкурентов своих. Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Так, продолжает игру команда красных. Надежда, бросайте кубик. Упс. 3. Раз, два, 3. Это Пантомима. пантомима. Помимо. Вначале Выбирайте тоже карту. карточку. Смотрим на зеленый фон. Поехали. Ага. По слово. Режем. Резать, мазать хлеб, бутерброд. Хлеб. Мазать хлеб, Хлеб. резать Хлеб. Резать. Первое Хлеб. слово. хлеб. Запекать хлеб. Печеный хлеб. Печеный хлеб. Печеночный хлеб. Хлеб печеный. Теплый хлеб. Горячий хлеб. 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 Первое слово хлеб. Ага. Так. Второе. Выпекать хлеб. Запекать. Запекать. 8 готовый хлеб. Запеченный хлеб. Печеный. Запеченный. Запеченный хлеб. Хлеб. Печь хлеб. Печь хлеб. Нет, Ответ какой? свежеиспеченный хлеб. Да, вот Борис, вы прямо рядом Да. крутились. Испеченный. Но свежеиспеченный хлеб. Свежий. Так, Сайор, Команда- может, Сайором вас может не, когда вы предлагаете варианты чуть погромче, вас плохо слышно. Хорошо. Ага. Так, девушки, Фиалка, пожалуйста, бросайте кубик. Айталина. Давай. У вас есть шанс обогнать ту команду. 3. Раз, два. О, это... Пантомима. Нет, А, это же телеактивно. телеактивно. Телеактивно это означает задание стоп-кадр. Про зомби, да? Нет, нет, нет. Ага, и? Чернобыль и не Батахта. Нет, там американский. Американский, да. Ага, Солт Лейк А чё оно? Сити, Индия. Что-то про зомби, апокалипсис, какой-то фильм. Мгм. Мне надо. Я такие фильмы не смотрю. Я тоже, к сожалению, вообще не знаю. Ты знаешь? Остаться Так. в живых. Вариантов нет, Кристина, вы не знаете, да? Да. Это популярный культовый фильм в последний этот год. Тябиланда. Как игра называлась? По игре, который... БНС вы знаете? Только не подсказывайте, просто скажите. Где да? мужчина... Да, БНС сразу Давай. угадали. У нас есть ответ. Ага. Ага, это фильм по игре Last of Us. Так, давайте посмотрим. Ответ принимается. Посмотрим продолжение этого кадра и убедимся, так это или нет. Да. Да. Да, Да. да. Вперед! Это сериал, только единственное. Да, вы сказали фильм, я немножко, наверное, вас запутала. Да, сериал «Последний из нас» про зомби, конечно же. Да. Варвара. Пожалуйста. Абсолютно верно. И да, делайте 3 3 шага вперед. Ваша фишка синего цвета и становится прямо в центр нашего игрового поля. В Нет, другую куда идешь? Куда идешь? сторону. Ага. Раз, Раз. два, 3. 3. Отлично. Девушки Фиалка вырвались вперед. Давайте в БНС бросайте кубик. Сайора, может быть, вы сейчас вам выпадет шестерка, и вы угадаете, и вы перегоните девушек. 4. Ну, тоже вы можете обогнать. Раз, два, Рисовать. 3, 4. Рисовать. Поехали. Так. Замок. Машина. Машина. Машина времени. Так, это... Человек бежит за машиной. Так, машина. Автобус, танк, Такси. такси.
останавливает ГАИ, ГАИ останавливает. Гаишник? Гаишник останавливает машину. Это Гаишник. палка. Сколько слов не написал, сколько слов? Одно, да? Гаишник. Стоп, линия. Гаишник останавливает машину, штраф. 5 секунд. И ваш ответ последний? Гаишник. Почти. Ответ какой, Сайора? Да. Регулировщик. Нет такого слова гаишник. Сотрудники ГИБДД сейчас просто оскорбились. Ваша фишка, к сожалению, стоит на месте. Ну, прям был у вас шанс угадать. Девушки, фиалка, давайте бросайте кубик. Имейте в виду, что вы впереди своих противников. Вас это должно утешать и мотивировать. 6. Молодец. 6. А я говорила вам, что если 6, то задает свой вопрос преподаватель филфака СВФУ. Все втроем, не волнуйтесь, это коллегиальный ответ. В повседневной жизни мы используем ряд устоявшихся, однако по своей природе очень красивых слов, таких как, например, «здравствуйте». Используя его в речи, при встрече, мы каждый раз желаем своему собеседнику здоровья. «Здравствуйте», «будьте здоровы». Или, например, слово «спасибо», образованное сращением словосочетания «спаси Бог» с утраты редуцированного конечного «г». «Спасибо», «спаси тебя Бог». Итак, вопрос. По аналогии, предположите о происхождении слов «извини» и «прости» и ответьте, имеется ли определенная разница между ними или они полностью равноценны. Вот такой вот интересный вопрос от Дмитрия Жаркова. Извини, из какого? Из вины. Из вины, из своей вины была. То простите. Простите. Прости. Просто прости. Я просто так. Прости. Прошу прощения. Прощение. 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 Что такое прощение? Прости. Корень слова прощение. Прости. Так, и каков ваш вариант ответа? Ну, из вины это... Извини, извини, это из своей вины. Получается, ты кому-то что-то плохое сделала. Чувствуешь вину за да. это. А прости, прощение. Да, слово прошу прощения. Прошу прощения. Это сокращенно. И разница у них, извини, это чуть побольше, да? Ну, твоя вина, да, степень больше. А прости, это чуть-чуть поменьше. Поменьше, да? Давайте сверимся с Дмитрием Жирковым, что он нам скажет. Он на это ваш ответ верен или нет? Слово «извинить» происходит от старославянского языка и означает, по сути, буквально избавить от вины, избавить от чувства вины. Слово «простить» переводится как сделать простым от греха, освободить от греха. Употребление этих слов тоже имеет свои различия. Если степень вины наша незначительная, небольшая, то оправданно использовать «извини». Извините за опоздание. Извините, вы не подскажете время. Если степень вины относительно серьезная, то лучше попросить прощения. Простите, я не знал, что это так важно. Все-таки, наверное, потому что и с грехом, да, связано, поэтому простите, это более такое. Мы наоборот сказали. Я бы тоже на вашем месте, наверное, так бы ответила. Вопрос такой сложный достаточно. Итак, команда красных. Команда красных. Борис, бросайте кубик. Интересный вопрос, да? Очень интересный вопрос. Наверное, вдруг вам достанется похожий. Похожий. Нет, вам достается рисование. Там можно еще раз? Поехали. Я вам. Поле? Нет, не поле, да? Доллар, американский доллар. Евро. 1 евро. 1 евро. Верно. Надежда, вы угадали. 1 евро, и Борис, сделайте один шаг вперед. Ваша фишка красного цвета. Так,
Почти догнали, да? приближаетесь, да, к своим противникам, а команда «Фиалка» продолжает игру. Варвара, бросайте кубик. Возможно, вы сейчас вырветесь вперед. Посмотрим. Два. Рисование. Умею Это рисовать. рисование. Поехали, время. Тетрадь. Бассейн. Бассейн. Плавание. Пляж. Спасатель. Пловец. Не, Надо указывать рисовать. на- Надо рисовать. Пловец. Чемпион по плаванию. Соревнования по плаванию. Жюри по плаванию. Смотритель. Свисток. Тренер. Преподаватель. Тренер по Тренер плаванию. по плаванию. Тренер по плаванию. Два шага Молодцы, вперед, молодцы. Оставалось буквально пару секунд. пару секунд до конца, но вы молодцы, да. Раз, два. Ну, сложно как-то. Вот тренер по Да. плаванию, да? Сложно было, по идее. Супер, супер. Но Вы- свисток помог. Так, Надежда, бросайте кубик. Два. Пантомима, зеленый фон и вот это задание. Поехали. Бегущий. Бегать, бегать. Атлетика. Спорткомплекс Энгин, да. Атлетик, бегать. Заниматься. Заниматься спортом. Заниматься. Сгибай, бегаешь, сгибать. Все вместе, да. Подкрадываться. Тихо. Идти тихо. Шепотом. Тихо. Тихо. На корточках. На цыпочках. 10 секунд. Заниматься. Тихо заниматься спортом. Одна секунда. Время. Бесшумно двигаться. Ну, хороший был вариант тихо заниматься спортом. Я бы его, наверное, приняла. Так, ваша фишка, к сожалению, стоит на месте. Команда 32-я школы. Давайте, бросайте кубик. Айталина, 6. вам... 5 надо. Ну, Два. два. Раз, два. Пантомима. Поехали. Открывать ключ. дверь. Ключ. Открывать. Ключ. 3. 3 ключа. Это что? 3 слова. Забыл ключи дома. Ключи забыл дома. Оставил дома. Ключи оставил дома. Оставить ключи дома. Забыл. 10 Ключ. секунд. Ключ забыл дома. Ключ оставил дома. Время. Вы были очень-очень Да. близки. Ответ какой? Ключи забытые дома. Забытые. Это Тут да, очень прилагательное. важно Ключ снова- какой. снова, да, дать ответ. Ну, такая игра, Почти к вот сожалению. чуть-чуть. Команда Команда красных, красных. я думаю, что очень рады, да, такому обстоятельству. Бросайте кубик. Сайора, давайте. Опять. Раз, два, три, четыре, пять. Пантомима. Поехали, поехали. Рыбак, ловить рыбу. Сколько слов? Сколько слов? Наушники. Капюшон, замок, свисток, медаль, медаль. Дротики. Дартс, дартс, дартс. Попадать в цель. Чемпион по дартсу. Чемпион по дартсу. Чемпион, победитель по дартсу. Чемпион по дартсу. Чемпион. Чемпион. Спортивных Мира. игр. Чемпион мира по Города. дартсу. 5 шагов вперед делайте. Раз, два, три, четыре, пять. Молодец. Надежда, вы молодец, так хорошо угадываете. Кристина, бросайте кубик. Я хочу предупредить, что, опять же, да, если больше, чем 5, то 2 задания. Давай 5. Поэтому 5 лучше. 5. Это объяснение словами. Поехали. В кинотеатре. Что бывает в кинотеатре? Экран. Экран. Экран Нет, кинотеатра. чтобы зайти туда. Вход в Билеты. кинотеатр. Билеты. Билеты в кинотеатр. Два слова, два слова. Билет в кино. Где продается именно? Касса. Кассовый билет. Касса Наоборот. кинотеатра. Билет
Кассовый билет. Касса в билете. Наоборот, наоборот. Билет в кассе. Нет. Кассовый билет. Ну, наоборот. Билетная- Перефразируйте. Билетная касса. Да. Да, билетная касса. Очень уверенно. Айталина сказала, но это правильный ответ. Шаг вперед. И, Кристина, делайте шаг вперед. У вас синего цвета фишка. И вот на этот Раз. клетку. Да, вы догнали своих противников. Очень интересно у нас идет игра. Прям ровно. Так, ноздря в ноздрю, как говорится. Борис, давайте бросайте кубик. Я Наверное, хочу предупредить, в что если сейчас кубик покажет больше, чем 3, у вас ждет 2 задания. Первое задание – это пантомима, как последняя клетка. И второе задание от Дмитрия Жиркова, вашего любимого, который уже полюбился вам сегодня. И это значит 2 задания. Поехали. 4 слова. Холодно. Холодно. Больной. Больная рука, гипс. Больница идет. Больной идет в больницу. Ой, со сломанной рукой идет в больницу. Круто угадывает. Инвалид. Сломанная рука, болит голова, что? Больной. Первое слово. Идет, открывает дверь в больницу. Открывает дверь в медпункт. Входит в больницу, входит в медицинский центр. Больной. Заступает, переходит порог. В ту сторону. Идет прямо, открывает дверь в больнице. Дома. Больной идет домой. Время, да. Ответ какой? Посещение больного в больницу. Да. Ну, рядом было. Да, Надежда, рядом. вы шикарно угадываете, прямо Да, очень рядом было. азартно. Очень интересно. Борис, показывайте. Хорошо так. Рядом. Так, давайте фиалки продолжаем. Второй вопрос. Ответ. Или нет? Нет, он не справился. Он не с этим справился с ответом, первым, поэтому второго вопроса нет. На счет 3. Раз, два, три. Бросайте. 6. Это 2 задания. Первое задание пантомима. Поехали. 2 слова. Учитель. Ученика. Ученик. Школьница. Школьник. Пишет. Оставит оценку. Журнал. Дневник школьника. Школьницы. Тетрадь школьницы. Тетрадь Точнее, надо. Школьная тетрадь. Школьная тетрадь. Вернула. Что? Тетрадь школьницы. Тетрадь Тетрадная- школьника. Да, тетрадь школьника. а не школьницы. Абсолютно верно. Успели, да? Да, успели. Ура! Варвара, присаживайтесь. Почему? Потому что вас ждет второе задание от Дмитрия Жиркова, преподавателя филфака СВФУ. Давайте посмотрим, какое задание он вам предложит. И в случае успеха мы вас будем уже поздравлять. Поставьте правильное ударение. Квартал или квартал? Квартал. Квартал. Точно. Квартал. 3 квартала. Квартал. Это как-то режет слух, мне кажется. Квартал. Ты как думаешь? Без понятия. Квартал. Ваш Да. ответ? Квартал. 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 На последний слог, да? Да. Давайте проверим. Давайте сверимся. Правильный ответ – квартал. Ура! Победили, да? Такая тишина была. Что? Не поняли, как это вообще произошло. Давайте все вместе. Так, девушки, вы можете дружно, подвинуть свою Давайте. фишку синего цвета на 4 шага вперед. Все И таким вместе? образом Ну давайте вы. Победитель. определить эту игру. Раз, Раз, два, три, 4. Ура! И победителем сегодняшнего шоу «Телеактивно» становится команда «Фиалка». 32-я школа города Якутска. И также мы вручаем вам возможность самостоятельно выбрать себе подарок, а поможет вам в этом сертификат в магазин «100 подарков». Так, огромное спасибо, друзья, за эту игру. Команда Центра образования БНС расстроились? Нет? Нет, конечно. Борис, вам в этот раз легче было играть или так же сложно? Так же сложно. Садимся. Да? Да, новые правила. Да, новые мы правила. развиваемся, меняемся. Сложные слова.
Какое задание больше всего вас Вот смутило? это посещение больного больницы. 4 слова. Ну, вы шикарно очень показывали. Мне кажется, что если было бы не 45 секунд, а может быть даже минута, Надежда бы точно угадала. Надежда Вариантов ответа было Да, много. Надежда Рядом. супер угадывальщик, оказывается. Надо вас приглашать почаще. Сайора, какие ваши впечатления? Было сложно, но мы старались как могли. Да. А какое задание вас смутило больше всего? Ну, это показывать, наверное, без слов. Пантомима. Ага. Ага. Надежда? Мне все понравилось. Ну, не очень-то и сложно было как-то. Можно было победить. Да. У вас были все шансы победить. Я прям даже изначально почему-то думала, что, наверное, команда красных победит. Девушки, вот давайте ваши впечатления расскажите, вот с каким настроем вы сегодня шли на игру, оправдался ли этот настрой и ваши ожидания, да? И какое задание вам меньше всего понравилось и наоборот? Ну, мы очень волновались. Мы никогда не были в программах. Вот как они снимают, увидели. Нам очень понравилось. И не так уж волнительно, оказывается. И игра, как сказать, очень интересная. Веселая. Да, очень веселая. Вопросы хорошие. А с каким настроем вы шли на игру? Победить. Победа. И мы даже планировали, Ага. Кристина у нас выпускница, и если выиграем, мы должны были подарить ей. Да. Значит, Поздравляю. сертификаты на Да. 1500 рублей достаются сегодня Мы только... прям планировали то, что победим, и Кристине подарим. Это классно, это классно, да. Какое задание вам больше всего не понравилось? Давайте. Ну вот, Сложность. да, да. Скриншот. Скриншот. А, Ну, нет, не нет, угадали. скриншот. Философ, учитель, Филолог. филолог, да, который задает вопросы. Простите, извините. Да, да, очень сложно. Это сложный вопрос, мне кажется, больше для студентов филологов. Сложно, да, я согласна. Айталина, вот что вас смутило и наоборот? Нет, мне все очень понравилось. Вы хотели рисовать? Да, я хотела... Да, кстати, не удалось порисовать. Мы уверены, что вы бы справились. Задание прям на ура. Кристина? Все понравилось. Ну, быстро, Очень наверное, весело, да, может да. быть? Некоторые жалуются, что игра прям Быстрая, да. пролетает. Я думаю, Огромное спасибо вам за участие в нашей Вам игре, за то, спасибо. что вы украсили наш эфир своим присутствием, своим позитивом и энергией. Приходите к нам еще, мы с удовольствием вас ждем. Вот Борис к нам уже во второй раз приходит. Что ж, и как вы понимаете, что даже самое простое слово довольно-таки трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!